Привет! С вами Наталья Радкевич, и мы продолжаем говорить о коже. И сегодня мы с вами поговорим о том, на что же способна косметика. Да, мы поговорили о том, как кожа выглядит, да, из чего она состоит, как она стареет, какого типа бывает она и какой тип старения у нее бывает. Я надеюсь, что вы смогли определить свой тип кожи и свой тип старения. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, зачем же нам нужна косметика, на что она способна, стоит ли от нее ожидать каких-то действительно чудес, да, или, может быть, сразу же не стоит инвестиций, а нужно идти куда-то к пластическому хирургу или на уколы красоты. На самом деле косметика способна на многое. И это один из путей, которые есть перед любой женщиной, взять все в свои руки. И это очень благодарный путь, потому что вы не будете зависеть ни от каких самоизоляций, ни от каких локдаунов. Вы не будете так много тратить в салонах красоты. Вам не будет важно, насколько профессиональный человек с вами работает, потому что это будете вы сами. Да. Можно сказать, что старение вашей кожи будет в ваших собственных руках. Поэтому я вам настоятельно рекомендую научиться ухаживать за кожей в домашних условиях. Нас никто этому не учит в школе, нас не учит этому мама чаще всего. Хорошо, если у нее есть такие привычки, да, и она использует кремы по уходу за кожей, но может и не иметь. Поэтому все в наших собственных руках. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие этапы должны быть в уходе для того, чтобы ваша кожа чувствовала себя здоровой, благополучной и ухоженной. Начнем с ответа на вопрос, что может косметика. Косметика может многое. Как я уже вам говорила, одна из задач кожи — это удержать влагу. И если кожа не повреждена, то влага медленно испаряется из глубоких слоев и вообще медленно испаряется из нашего организма. Поэтому одна из задач косметики — это также удержать влагу, сохранив ее для нас как ресурс. Поэтому в косметике часто используются всевозможные масла, которые образуют такую микропленку, микровуаль на коже и не дают испаряться влаге. Конечно же, косметика также содержит дополнительные увлажняющие ингредиенты, потому что верхний слой кожи сам не вырабатывает гиалуроновую кислоту, и очень важно, чтобы она поступала с кремами. Да, это дает эффект губки. Кожа мгновенно разглаживается, и морщинки становятся менее заметными. А, Также рассказывала вам в наших предыдущих частях обучения, что одна из причин старения — это свободные радикалы. Поэтому хорошая косметика всегда содержит вещества-антиоксиданты, это витамины, это экстракты растений, таких растений, как морожка, куркума, зеленый чай, водоросли, крапива и многое-многое другое. В этих растениях очень много защитных веществ. Особенно много их в растениях, которые привыкли жить в экстремальных условиях. Ну, например, морожка, да, арктическая ягода, которая растет на севере, где очень короткое лето и очень длинная зима. И она успевает накопить в себе огромное количество полезных веществ, которые будут также очень полезны для кожи. Поэтому в хорошей косметике всегда есть антиоксиданты, витамины и полезные растительные экстракты, которые также будут замедлять процессы повреждения, вызванные, например, солнцем или другими источниками свободных радикалов. А, Косметика способна балансировать кожу. Сухую она дополнительно напитает и увлажнит. Жирную она поможет дисциплинировать и уменьшить выработку сального секрета, она очистить поры. Когда в подростковом возрасте мы сталкиваемся с угревыми высыпаниями, косметика помогает сделать их менее заметными и заживить их. В период беременности многие сталкиваются с пигментацией, здесь тоже на помощь приходит косметика. Ну а в период менопаузы у женщин в возрасте после 45 лет кожа начинает очень интенсивно и быстро стареть, поэтому косметика — это незаменимая помощь, которая будет замедлять процессы старения, притормаживать их и посылать нужные для кожи сигналы на омоложение. Поэтому косметика — это просто незаменимая помощь, и главное — сформировать свой уход, который должен быть в вашей жизни ежедневно. Это не так много средств. Да. Существуют разные тренды в уходе за кожей. Есть азиатские тренды, азиатский уход, да, красота по-корейски, красота по-японски. И это многоступенчатый уход, который состоит из 12-15 продуктов утром и столько же вечером. То есть это очень много времени, это очень дорого финансово. И далеко не каждая женщина способна
вот, так много инвестировать и времени, и средств в такой уход, а что-то вырванное из контекста. Какое-то одно средство, к сожалению, не будет так эффективно, как мы надеемся. Поэтому секрет корейской или японской косметики именно в том, что нужно брать целые системы, и это очень много средств для того, чтобы кожа была такой же фарфоровой, как у кореянок, японок, да, то есть у азиатских женщин, для которых белая фарфоровая кожа — это культ. Поэтому есть другие системы, более лаконичные, наиболее подходящие для современной женщины. Это системы, где есть все необходимое, несколько этапов, но это гораздо меньше по времени и гораздо меньше по финансам. Поэтому давайте посмотрим, что обязательно нужно, что нужно включать в свой уход, из чего он должен состоять. Сразу забегу вперед и скажу, что такой уход будет всего лишь 4 минуты в день занимать у вас. 2 минуты утром и 2 минуты вечером. Согласитесь, это очень быстро, это такая реальная инвестиция времени, которую может себе позволить даже самая занятая бизнес-леди или самая многодетная мать. Что же должно обязательно входить вот в эти этапы? Всего 4 этапа, да, и продукты для дополнительного ухода. Что жизненно важно? Да? Все начинается с очищения, и утром, и вечером кожу нужно очищать, и мы сейчас поговорим, для чего и какими средствами. Следующее — это подготовить кожу к уходу. Затем идет третий шаг — это концентрированный уход, который состоит из сывороток и ампульных концентратов. Это усиливает эффективность вашего ухода. Ну и четвертый этап — это основной уход. Это кремы. Крем для век, крем дневной, крем ночной. 1-2 раза в неделю по желанию. Вы можете использовать маски, пилинги. Это тоже будет улучшать внешний вид вашей кожи и замедлять процессы старения. Такая простая схема, и она может собираться абсолютно на базе разных серий. В компании Siberian Wellness есть разные серии с разным ценовым диапазоном. Есть средства для базового ухода, то есть когда вы хотите поддержать кожу в текущем состоянии, когда вам нужен простой, понятный, демократичный уход. А также вы можете некоторые средства, да, брать из этой серии, некоторые из других серий. В рамках одной компании вы можете формировать свой уход из абсолютно разных серий, и они будут прекрасно между собой сочетаться и взаимодействовать. У нас есть бренд с растительным комплексом Endemix, куда входят экстракты 5 сибирских растений. В каждое из этих средств, а еще и дополнительные какие-то экстракты растений и витамины, которые замедляют процессы старения и решают какие-то индивидуальные задачи. Эта серия очень проста, понятна, демократична и эффективна. Но сразу скажу вам, что каких-то серьезных антивозрастных задач она не решает. То есть не ждите разглаживания морщин, не ждите какого-то эффекта лифтинга. Но, в общем-то, все, что средство может, мы заявляем в его карточке, и вы можете об этом прочитать на сайте к продукту. Есть максимально эффективный премиальный уход. Да, это понятно, что это другое ценовое предложение, но если вы хотите лучшее из возможного для себя, то посмотрите, у нас есть серия Expiralta Platinum, которая состоит из разных гамм. Это точнее, серия Expiralta, которая состоит из разных гамм. Это и Expiralta Platinum, и Expiralta Chronolong, и Expiralta Aurum, Expiralta Biomel, и у нас есть еще более премиальные эксклюзивные продукты Bionetica, то есть максимально насыщенные активными ингредиентами и максимально натуральные. Что выбирать? Да, давайте посмотрим, какие есть предложения и как вы можете сформировать свой ежедневный уход, да, на базе чего. Это может быть демократичный уход, как я уже сказала, да, где, вот, например, первый шаг — это пенка очищающая, второй шаг — это увлажняющий, или здесь может быть антиоксидантный тоник из серии с комплексом Endemix, крем для век, дневной крем, ночной крем, и 1-2 раза в неделю в серии есть как маски, и несколько разновидностей: матирующие, обновляющие и питательные в зависимости от нужд вашей кожи. И также есть прекрасный энзимный пилинг, очень комфортный, подходящий даже для чувствительной кожи. То есть вот так может выглядеть ваша
рутина, бьюти-рутина, ваш ежедневный уход. Утром это будет очищение плюс тоник, плюс крем для век, плюс дневной крем. Вечером это будет очищение плюс тоник, плюс дневной крем, плюс крем для век, плюс ночной крем. То есть 4 средства с утра, 4 средства вечером. Мне кажется, даже меньше 2 минут это займет. И 1-2 раза в неделю, чуть больше времени, где-то 10-15, потому что маски и пилинг нужно немножко выдерживать на коже, чтобы они дали свой результат. Если мы говорим про серию Experalta Platinum, то уход на ее базе будет чуть более сложным. Все зависит от того, делаете вы макияж или нет. Здесь есть средства для демакияжа, для снятия макияжа, есть средства для очищения кожи, есть тоник, софтнер для подготовки, есть ампульные концентраты и сыворотки, которые вы можете выбирать по тому, какую задачу вы хотите решить сейчас. Да. Хотите подтяжку кожи, выбираете ампульный концентрат лифтинг, например. Хотите увлажнение, берете концентрат с увлажнением. Основной уход может состоять как из отдельно дневного крема, ночного крема и крема для век, так можно выбрать, например, интеллектуальный крем, который может закрыть потребности как дневной и как ночной. И 1-2 раза в неделю здесь также есть маска криолифтинговая, мы о ней поговорим, и есть прекрасный пилинг и есть эксфолиант. То есть пилинг или эксфолиант, что-то одно, можно использовать 1-2 раза в неделю. Давайте же пройдемся по каждому этапу и поговорим, для чего они нужны, чтобы вы понимали, почему я этот этап включила в обязательную схему ухода. Первый этап — это, сегодня мы, кстати, рассмотрим не все этапы, мы поговорим только про первые 2: очищение и демакияж, и про подготовку кожи к уходу. Завтра продолжим идти по этапам ухода. Итак, да, очищение и демакияж. Первое, что вам нужно определить, насколько вы любите декоративную косметику. Если вы используете ее часто, если вы делаете макияж, используете тональные средства, пудры, кремы с SPF, если у вас есть тени, тушь для ресниц, губная помада, карандаш. В общем, если вы любитель декоративной косметики, конечно же, вам нужно ее очень аккуратно, но при этом тщательно снимать на ежедневной основе. Поэтому ваше очищение также будет включать этап демакияжа. То есть нужно отдельное средство для демакияжа. Если же вы не делаете макияж или делаете его крайне редко, или он такой минималистичный, например, только тушь, то вы можете обойтись одним средством, которое будет и удалять остатки макияжа, и очищать кожу от загрязнения, от излишков сального секрета, пыли, грязи, которых много вокруг и на улице. Идем в качестве примера. Здесь смотрите, средство для демакияжа — это очищающее масло для умывания из серии Experalta Platinum. Просто потрясающий продукт, который можно использовать по-разному. Ну, во-первых, это самое мягкое средство для демакияжа. Он справляется с самыми устойчивыми макияжами, со стойкой тушью, с таким многослойным макияжем. И все это очень легко и очень комфортно, не повреждая, не травмируя кожу. На сухие ручки вы наносите 1-2 нажатия дозатора, распределяете, начинаете массировать грязное лицо с макияжем, пока макияж не растворится где-то на 80%. На сухую кожу, сухими руками. И затем потихонечку добавляете водички, средство превращается в эмульсию, и вы его аккуратно смываете с кожи вместе с остатками макияжа. У него максимально натуральный состав, прекрасный. Да, это 6 растительных и 6 эфирных масел. Это и масло рыжика, и кунжутное, и масло семян чиа, и масло абиссинской горчицы, и кедровое масло, которое мы очень любим за его невероятную пользу, и 6 эфирных масел, которые успокаивают, расслабляют. То есть это еще и сеанс такой, знаете, спа-уход за собой. На нем можно делать прекрасные самомассажи. Даже если вы не носите макияж каждый день, вы можете приобрести это средство, если вы любите делать себе массаж, лимфодренажный массаж, там, прорабатывать пальчиками или катать, да, нужно, чтобы кожа была скользкая, там, вы используете, например, какие-нибудь скребки или специальные приспособления для массажа. В таком случае это масло вас тоже выручит, потому что он прекрасная основа для массажа.
После того, как вы очистили, да, кожу этим средством, да, вы можете переходить к дальнейшему очищению. Еще один вариант средства для снятия макияжа — это мицеллярная вода. Но вам нужно что-то одно. То есть либо гидрофильное масло, либо мицеллярная вода. Оба сразу абсолютно не обязательно. Чем хороша мицеллярная вода? Легкая водичка, которая также прекрасно справляется с декоративной косметикой, тушь, тени, тональные основы, пудры и так далее. Но здесь нужно наносить на ватный диск и мягкими движениями аккуратно удалять с кожи. Подходит для снятия макияжа с глаз, помогает избавиться от любых загрязнений, и ее плюс в том, что ее можно иногда не смывать. Ну, например, сильно устали, осталось сил только снять макияж, мицеллярной водой сняли и пошли легли спать. Или же где-то в дороге, в поезде, в полете, да, сняли макияж и умыться просто негде. Или вы боитесь эту воду использовать, которая непонятно какая из-под крана, тоже можете ее не смывать. Но если вы используете мицеллярную воду для очищения на постоянной основе, знайте, что лучше любое очищающее средство все-таки смывать с кожи водичкой и затем протирать лицо тоником. Потому что а, здесь принцип такой, что мицеллы, которые содержатся в этой мицеллярной воде, захватывают загрязнения, да, и как бы их так окружают, такие ловушки. Но они же все равно остаются на коже, поэтому лучше их смывать водой. Если один-два раза не очистите, не смоете водой, ничего криминального не будет с кожей. Но если использовать постоянно мицеллярную воду и не смывать ее водой, кожа может стать более тусклой или даже более чувствительной, склонной к раздражению. Поэтому лучше все обязательно удалять. Что содержится, да, в этом средстве? Растительные пептиды, витамины и успокаивающий компонент алантаин. То есть очень приятный для кожи состав. Это демакияж. Одно из этих средств достаточно выбрать. Дальше мы переходим к очищению кожи. Даже если вы использовали очищающее средство для демакияжа, дальше все равно должен идти гель для умывания. Это может быть, например, гель для умывания с омега-кислотами. У вас уже вот он на слайде сейчас в новом дизайне, совсем скоро он такой появится и в продаже. Это серия с омега-кислотами, омега-3, омега-6, омега-9, омега-кислоты. Что делают? Они помогают укрепить стенки сосудов, и постепенно вы меньше сталкиваетесь с куперозом. Это легкий противоотечный эффект. Это очень бережное, мягкое очищение, а также возможность снять раздражение. То есть мягкое средство, которое подойдет и сейчас в холодное время года, и летом. То есть этот этап будет утром и вечером. Для тех, кто не делает макияж, первый этап очищения может состоять только из одного этого средства. Если вы не любите декоративную косметику или ваш возраст еще юн, и вы не используете декоративную косметику, вы можете использовать только гель для умывания с омега-кислотами, например, и на этом все. Этап будет окончен, да, первый. Следующий этап — это подготовка к уходу. Это использование тоников. Для чего они нужны? Тоники для многих остаются темными лошадками. Люди не знают вообще, что это такое, для чего это нужно. Ну, на самом деле, давайте задумаемся, какая вода у нас течет из-под крана. Не знаю, как у вас, в Краснодаре, где я живу, она достаточно жесткая, и очень часто после очищения мою кожу стягивает или она краснеет. Это из-за того, что она содержит очень много разных примесей. И действительно, вода из-под крана во многих регионах, она либо сильно хлорированная, либо очень жесткая, содержит разные примеси, не полезные для кожи. Поэтому тоники, да, они, во-первых, успокаивают кожу, они ее подкисливают, потому что естественная среда на нашей коже слабокислая. Только в ней приживаются полезные для нашей кожи бактерии, только в ней кожа себя чувствует комфортно. Поэтому тоники восстанавливают нужный кислотно-щелочной баланс на коже. И также тоники дают дополнительное увлажнение, особенно сейчас, в период, когда работают батареи центрального отопления, когда на улице ветер частый и холод. Дополнительное очищение очень важно и нужно коже. Поэтому этот этап — это, знаете, как раздраженную кожу успокоить, подготовить, да, снять стресс и расслабить ее перед тем, как на нее будут наноситься активы и кремы. Очень важный и полезный для кожи этап. И, конечно же, я рекомендую
шикарнейший продукт. Это омолаживающий тоник Софтнер, который уникален. Это тоник, который содержит в себе масла. Здесь есть и дистилляты, да, полученные из растений, из лаванды, из бузины, из василька. Есть арника, которая укрепляет стенки сосудов, тоже прекрасная профилактика купероза. И есть масла, это масло сливы, масло зеленого чая, масло кунжута, масло амлы. То есть это такие две фазы. Этот тоник Софтнер, он и увлажняет, и удерживает влагу, и тут же смягчает. Просто потрясающий продукт. Уже после него коже очень комфортно. Это вот просто ласковые объятия, а не тоник Софтнер, который он очень сильно сразу же успокоит и полюбит вашу кожу, а она полюбит его. Поэтому обязательно откройте его для себя, если вы еще с ним не знакомы. И иногда, открою вам секрет, если вы сильно устали или иногда там бывает летом очень жарко, вечером ничего не хочется наносить на кожу, иногда тоник Софтнер может стать вашим единственным продуктом после очищения. То есть очистили кожу, нанесли тоник Софтнер, и раз в месяц или вот в те самые дни, когда сил нет на какой-то долгий уход, вы можете обойтись тоником Софтнером. И ваша кожа, это будет такой, знаете, просто, ну, как бы легкий ужин, скажем так, но это не истощит ее, и иногда так делать можно, особенно таким уникальным продуктом. Можно наносить его перед масками, он будет также давать дополнительное увлажнение, смягчение. Можно, если у вас есть такие, знаете, болванки, просто заготовки для масок, которые нужно в чем то вымачивать, то вы можете тоже использовать этот тоник, софтнер, да, вот бумажные салфетки, которые потом, там, или тканевые, которые потом наносятся на лицо, тоже можно использовать его иногда и как маску. То есть вот такой многофункциональный продукт. Если вы хотите что-то более бюджетное, то у нас в серии с комплексом Endemix есть тоник для лица антиоксидантный. Естественно, антиоксидантная защита, тоже прекрасный состав. Здесь у нас есть антиоксидантный комплекс. Помним, да, антиоксиданты — это те, которые борются со свободными радикалами. Прежде всего, это витамины. И вот здесь есть комплекс, который объединяет в себе витамин Е и С, два наиболее сильных витамина. То есть это, конечно же, защита клеток нашей кожи, это гидролаты и цветочная вода из цветков донника и липы, это экстракты растений, таких как иван-чай, это морская соль и, конечно же, 5 эндемичных растений: саган-дайля, элеутерокок, красная щетка, моралий корень и байкальский шлемник. То есть прекрасный на травах, настоянный, максимально натуральный и полезный для кожи тоник, который и увлажнит, и защитит от окисления, да, от повреждения кожи, и подкислит, создаст нужную среду, при которой коже будет максимально комфортно. Завтра мы с вами поговорим про следующие этапы, которые обязательно должны быть у вас, если вы хотите грамотно ухаживать за кожей. И, конечно же, мы поговорим о том, какие средства вам для этого подойдут.